Археологи не перестают удивлять общественность своими находками. Главной сенсацией нулевых годов стали раскопки на городище Уфа-2, показавшие, что в период средних веков на территории Уфы существовал город, хотя по представлениям ученых урбанистический уклад и оседлое земледелие не охватывали территорию Южного Урала. Недавние археологические раскопки на селище Подымалово-1 под Уфой в очередной раз поколебали данный тезис. Что представляет собой данный объект? Что показали находки последних лет? И как они соотносятся с данными этнографии и письменных источников? Данная программа не может дать исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, поскольку раскопки на селище Подымалово-1 и близлежащей территории будут продолжены. Следовательно, в недалеком будущем появятся новые материалы, которые, безусловно, дополнят картину. По словам самих археологов, их выводы относительно находок носят предваряющий характер. Однако уже то, что стало известно, может быть осмысленно на фоне данных истории и других смежных дисциплин. Селище эпохи Золотой Орды, а конкретно XIV века, получившее наименование Подымалово-1, еще в 2010 году открыл Геннадий Николаевич Гарустович, уфимский археолог, кандидат исторических наук, специалист по средневековой археологии Урала-Поволжья, тюркоязычным кочевникам Евразии, исламизации населения Южного Урала. Полноценное археологическое изучение памятника началось несколько лет назад. Селище Подымалово-1 было обнаружено в пойме речки Сикияска, являющейся притоком Кармасана, недалеко от села Подымалово Уфимского района Башкортостана. Летом 2022 года здесь вели раскопки специалисты сразу 3 учреждений. В 2016 году мы получили информацию, что вблизи Подымалова был найден несколько дирхемов, но, скорее всего, они были найдены черными копателями. Была исследована долина реки Сикияски, на которой мы сейчас находимся с вами. И в результате этого мы обнаружили посредством в ходе шурфовки культурный слой, как раз-таки связанный с XIV веком. И после этого в 2017 году мы решили предпринять небольшие такие раскопки, относительно небольшие. Был скрыта площадь около 100 квадратных метров, в результате чего было найдено более 400 археологических артефактов. Большое количество было, большинство, конечно, составляла гончарная керамика периода Золотой Орды. И очень интересно нам показалось фрагменты поливной посуды. Потому что до настоящего времени, до 2017 года, вернее, практически поливная посуда не была обнаружена на археологических памятниках Башкирии. Поливная керамика, то есть посуда из обожженной глины, покрытой глазурью, указывает на связи с Нижним Поволжьем, где находились городские центры Золотой Орды, города Сарай-Бату, Сарай-Берке, Астрахань. Самое удивительное было для нас то, что одной из основных категорий находок, которые мы здесь обнаруживаем, да, это вот такая вот импортная керамика. Это такая вот импортная керамика, которая имеет свои аналогии из городских центров Нижнего Поволжья. Более того, у нас есть керамика с штампованным орнаментом, сероглиняная, которая имеет аналогии из городских центров Средней Азии. То есть, как минимум, вот эти два вектора связи, они очень хорошо, я бы сказал, выраженно фиксируются в артефактном наборе селища Подымалово-1. Разновидностью поливной керамики была кашинная, название которой предположительно возникло от названия иранского города Кашан, одного из центров гончарного производства. В средние века технология ее изготовления попала в Среднюю Азию, а оттуда в Золотую Орду.
На территорию Башкортостана кашинная посуда проникала по торговым путям, один из которых, по всей вероятности, вел в окрестности Уфы. Керамика – это очень ценный материал для археолога, поскольку позволяет выяснить, какие культуры здесь находились и была ли эта керамика привозная, изготавливалась ли она местными племенами. И керамический материал здесь в основном как раз идет привозной. Вот это кашинная керамика, парадная, столовая, и круговая керамика, которой, скорее всего, пользовались как бытовой посудой сами насельники этого селища. Мы, сотрудники государственного бюджетного учреждения, лаборатории цифровой археологии, здесь ведем цифровую часть раскопок, то есть оцифровываем непосредственно сам процесс раскопок. Почему это важно? Потому что после оцифровки мы можем вернуться к любой стадии раскопок и посмотреть. Потому что любые раскопки – это в любом случае не то чтобы уничтожение, но необратимый процесс, который сложно восстановить. Бровки не склеишь, материал обратно не положишь. А здесь в данном случае, если мы оцифровываем, это все у нас в цифре, то есть достаточно четко и объективно. Итак, чем было исследуемое селище? Всего лишь стационарным поселением, связанным торговыми путями с центром Золотой Орды и странами Средней Азии, или чем-то еще? Здесь мы находим как очаги, в которых производилась выплавка металла. Мы находим следы металлообработки. Мы находим находки орудия, связанные с косторезным ремеслом. Это на самом деле очень интересно. То есть, по моим ощущениям, я не боюсь этого слова, в археологии очень важно, именно вот интуиция, наверное, что здесь был такой мощный торгово-ремесленный центр в середине XIV века. Ну, наверное, один из самых ярких находок, да, то есть это вот клеймо, тавро, которое мы здесь нашли. Но я считаю, это уникальная вещь. Есть керамика с желтой поливой. Прям вот этот интересный экземпляр, орнаментированное днище сосуда. Также присутствуют у нас украшения. Например, нашивки, накладки всевозможные. Предметы неясного назначения, как мы их называем. Ну, одна из таких, наверное, наиболее ярких находок, которыми мы гордимся, это вот эта монета. Мы ее пока не чистили, по приезду в Уфу отдадим нашим коллегам-реставраторам. Но по предварительным данным она датируется середины XIV века. Вот. Помимо импортной керамики у нас присутствует также и круговая керамика, вот, наиболее характерный образец, орнаментированный сосуд, и очень много чугуна. Очень много чугунной посуды в развалах, отдельных фрагментов. Но вот она выглядит примерно вот так. То есть в это время вообще в целом Башкирское Приуралье являлось центром производства чугуна. И у нас достаточно большое количество памятников, где именно производилась выплавка этой посуды, и она потом поставлялась в том числе и в другие центры, административные центры Золотой Орды. Наличие изделий из костей, наличие также косторезных инструментов. Также мы считаем, что существовали и ремесленники, которые занимались цветной металлургией, не только выплавкой, да, но и изготовлением некой такой посуды или же украшений, каких-то браслетов, обрезки которых мы также здесь обнаружили. И также фрагмент янтаря был найден. Исходя из этого, мы можем предположить, что данный объект являлся таким неким перевалочным пунктом на одном из торговых путей, который, возможно, снабжал местное чаяликское население какими-то товарами, а также являлся неким таким пунктом, который, конечно же, скорее всего, было несколько на торговом пути, через который проходили караваны на север, уходили в Пермь Великую, потом Болгар, Беляр, дальше же оттуда же шли, например, возможно, они могли идти в Зауралье, в Сибирь и юг Казахстана. Хотя основным занятием жителей селища Подымалово-1 были различные ремесла, они также занимались сельским хозяйством. Был найден фрагмент серпа, фрагмент жерновов и
яма для хранения зерна, что свидетельствует о том, что данное население занималось, скорее всего, земледелием. А далее, наряду с этим, мы посредством наших коллег Натальи Росляковой из Самарского университета провели исследование костей и получили результаты, что стадо, которое было у населения этого селища, оно на 50% составлял из крупного рогатого скота, на 25% из мелкого рогатого скота и на 25% из лошади. Что опять-таки косвенно свидетельствует о существовании земледелия у этого населения. У классических кочевников соотношение видов домашнего скота совсем иное. Лошади и овцы составляют львиную долю всего поголовья, тогда как коровы почти отсутствуют. Поэтому высокий удельный вес крупнорогатого скота говорит сам за себя, а именно об оседло-земледельческом характере хозяйствования жителей селища, хотя соседствующее население, отождествляемое с чаоликской археологической культурой, как полагают исследователи, занималось полукочевым скотоводством. Их отличительной чертой является лепная посуда, остатки которой также обнаруживаются на селище. Лепная керамика – это посуда, которую производили женщины в традиционных обществах, то есть это домашнее производство, не ремесленное. Они делали ее не на продажу, а только для своей семьи. Соответственно, лепная керамика становится очень важным культурным индикатором, который позволяет выделить культурные группы, которые складывали местное население. Почему это важно? Лепную керамику можно сделать совершенно различными способами, добавлять туда в примеси совершенно различные примеси, что тоже позволяет выделять вот эти локальные культурные группы. Понятно, что, скорее всего, это посуда, которую с собой привезли местные, вероятнее всего, чаоликские племена, вот в эту точку, как торгово-ремесленную, свою собственную посуду. Видимо, здесь ее разбили, и отдельно вот эти мелкие фрагменты здесь потерялись. Следует сказать, что селище Подымалово-1 далеко не единственный в своем роде объект. На территории Башкортостана выявлены много других памятников этого же периода, которые еще ждут своего исследователя. Так как мы сами разведчики, то есть археологи, которые непосредственно ищут такие подобные памятники, мы можем утверждать, что действительно этот памятник здесь далеко не единственный. Их достаточно здесь много. И в этом году мы проводим сплошные археологические разведки, которые конкретно направлены на выявление золотоордынских памятников. То есть, на самом деле, если так посмотреть, мы уже, коллеги уже говорили о том, что вот позднее средневековье достаточно плохо исследовано. Поэтому мы хотим восполнить этот пробел, в том числе с использованием цифровой археологии, современных методов, выявить те памятники, которые реально есть, но на самом деле их сложно будет выявить. Наличие в культурных слоях поливной и кашинной керамики, как было сказано выше, указывает на южный вектор связей в широком смысле. Однако некоторые находки вносят довольно ясное уточнение, с каким конкретно регионом в первой половине XIV века могли наиболее интенсивно контактировать не только жители селища Подымалово-1, но и башкирского Приуралья в целом. И одна из особенностей вот нашего селища заключается в том, что он нам достался практически в непотревоженном виде. Это очень удивительно, потому что у нас находки идут буквально с первых пластов. Одна из интересных категорий находок – это вот камни, которые не являются местными, это опалы, ближайшие месторождения которых, вот как нам коллеги-геологи сказали, происходит с территории Джамбульской области, то есть Казахстана. Просто какие-то камни лежат на предматериковом слое. Сотрудникам Института геологии отдали их. Непосредственно заведующий отделом горожанин осмотрел и пришел к выводу, что они были добыты, скорее всего, на территории недалеко от современного Тараза, Джамбульской области, Южного Казахстана, и привезены сюда для изготовления каких-то изделий. Упомянутый город Тараз, или Талас, как его впервые упомянул византийский автор VI века Менандр Протектор, был одним из торгово-ремесленных центров Центральной Азии. Посетивший его около 630 года китайский путешественник Сюанцзан кратко отмечает: «Прибыл в город Далосы, здесь вперемешку живут торговцы из разных стран.
Населенный сагдийцами, он попеременно становился столицей западно-тюркского, тюргешского и караханитского каганатов. В 1219 году Тарас был опустошен войсками Чингисхана, но город все равно не утратил своего значения. Артефакты селища Подымалово-1, указывающие на Тарас, имеют неожиданную перекличку с другими аспектами средневековой истории Башкортостана. Например, эпитафия надгробного камня мавзолея Хусейнбека, что расположен на окраине райцентра Чешмы, по мнению Геннадия Горостовича, гласит, что этот человек был родом из города Тарас. Поэтому обратимся к информации, которую несет этот мемориальный комплекс. В Чешминском районе Башкортостана есть территория, в прошлом особо почитавшаяся местным населением, так как здесь стоят два мавзолея – Хусейнбека и Турахана. Сохранились исторические легенды о происхождении данных усыпальниц, записанные исследователями в XVIII-XIX веках со слов местных башкир. Расстояние между этими мемориальными комплексами и селищем Подымалово-1 по прямой линии составляет не более 40 километров. Этот факт навел археологов на определенные размышления. Вот эти все находки самого Подымаловского селища в контексте, если в целом его рассматривать, особенно в контексте наших мавзолеев чешминских, говорит о том, что территория Башкирского привалия в целом Башкортостана не являлись некой такой периферией Золотой Орды. Здесь происходила активная торговая промышленная деятельность. И, скорее всего, та территория, где мы сейчас с вами находимся, являлась такой неким политическим или консолидирующим центром Башкортостана того периода. Текст эпитафии надгробия Хусейнбека гласит: «Справедливый в своих суждениях Хаджи Хусейнбек, сын великого эмира Умарбека, Тарсаси Туркестани, скончался в день 7 месяца Мухаррама года 744-го. Переведя с мусульманского на григорианское летоисчисление, получается 1343 год. Полемизируя с исследователями, которые любые исламские артефакты Башкирии приписывали волжским булгарам, Геннадий Горостович замечал: почему Хусейнбек был булгарским проповедником ислама, если на его надгробии прямо написано, что он был из Туркестана, из Таласа? По нашему мнению, мы имеем дело с искаженным написанием среднеазиатского города Тараза. Низбу Тарсаси, то есть часть имени, указывающую на происхождение человека, Горостович предлагал читать как Тарази. Данные физической антропологии говорят в пользу подобного прочтения. Это мнение Горостовича. Вот что самое удивительное, что это совпало, скажем так. Мы вели исследования все-таки разные. Я антрополог, он историк, археолог. Вот, я сам удивился, что у него предположение, что это да, это город Тарас. Вот. На карте, если посмотрите, он в Восточном Казахстане находится. Там были тоже очень такие активная культурная жизнь. Вот, по технологическим измерениям это значит человек, который принадлежал к смешанному типу. То есть он объединял европеоидные и монголоидные признаки. И сравнение этого черепа, вот, прилежащего Хусейнбеку, с черепами из других этносов, в частности, там современные группы были башкир, казахов. Вот он очень близко располагается на графике, если вы посмотрите в книжке, на графике к казахам, которые происходят из Восточного Казахстана. Горостович полагал, что Хусейнбек был отправлен в Башкирию на должность верховного судьи правительством Золотой Орды. Египетский автор XIV века Ахмед аль-Умари писал: «В стране башкурт имеется мусульманский кади, пользующийся почетом». Сами мавзолеи, по его мнению, были возведены мастерами из Закавказья, на что указывает специфический для того региона стиль каменного зодчества.
Горустович не соглашался с башкирскими преданиями, записанными в XIX веке историком Игнатьевым, в которых Хусейнбек представал проповедником ислама и шейхом суфийского братства Ясавия на том основании, что башкиры уже были мусульманами задолго до Узбек-хана, объявившего ислам в 20-х годах XIV века государственной религией Золотой Орды, и, следовательно, они уже не нуждались в какой бы то ни было проповеди. На наш взгляд, он слишком узко трактовал слово «проповедь». Ведь проповедовать суфийское учение можно и среди мусульман. К тому же должность кадия Башкирии не противоречила статусу Хусейнбека суфийской иерархии. Ведь даже сам Узбек-хан, как до него Берке-хан, воспринял ислам от проповедников названного братства. Историческая интерпретация артефактов на территории, объединяющей селище Подымалово-1 и мемориальные памятники в районе Чешмов, облегчается наличием синхронных письменных источников, по счастливой случайности, приходящихся именно на первую половину и середину XIV века. Францисканский монах Иоганн Венгер, побывавший в Башкирии, писал в 1320 году о своей встрече с государем всей Баскардии, зараженным сарацинским заблуждением. Ему вторил другой миссионер, Генрих Немецкий, который зафиксировал некоего Эстокиса, владыку всей Баскардии. Народы, которые вошли в конечном счете в состав Улуса Джучи, да, они довольно четко делятся на две группы. Это народы, которые сохранили свою субъектность, и те народы, которые ее утратили. Условно говоря, ханы Золотой Орды, жалуя ярлыки на великое княжение, на тарханство, фактически подчеркивали то, что кому этот ярлык дается, имеет статус субъекта. С ним вступает в коммуникацию. Его признают в качестве стороны, с которой имеют дело. Но, я повторяю, отнюдь не все народы, которые вошли в состав империи, такое право получили. Но не получали, например, ярлыки правители Булгара или князья Дэшты Кипчака. Просто потому, что вся элита там была уничтожена. А вот, например, русские князья или башкирские бии такой статус сохранили. И, возможно, поэтому они сохранились как народы. Исследователи полагают, что свое право на относительную свободу в составе Монгольской империи башкиры отстояли в тяжелой вооруженной борьбе. Так или иначе, они получили право на внутреннее самоуправление под эгидой собственного правителя. В Башкортостане номинальная власть находилась в руках государя всей Баскардии, но это было вассально зависимое правление. Существует такой вот стереотип, да, что здесь вот кочевое население, которое туда-сюда кочевало, да, оно, конечно же, изменилось. Здесь не только люди кочевали, но занимались земледелием, занимались ремесленным производством, да. Также отсюда проходили достаточно интенсивно, используясь пути, торговые пути. Это все-таки стереотип, да, то, что на территории Башкирии преобладал кочевой тип хозяйства. Конечно, это стереотип, но археология, в отличие, например, от других направлений, мы исходим из наличия источников. И чем больше мы поселенческих комплексов периода XIV века, до Золоторынского периода мы найдем, тем больше у нас будет оснований для реконструкции хозяйства, этнокультурных контактов, межкультурного взаимодействия. Каким образом все это происходило? Наше мнение склоняется к тому, что в районе поселка Чешмы в XIII-XIV веках располагался политический центр средневекового Башкортостана. И именно где-то здесь Иоганн Минарит общался в 1314-1320 годах с государем всей Баскардии. Функционировал ли в это время город, находившийся на месте городища Уфа-2?
Если да, то как это соотносится с выводами ученых о политическом, торговом и производственном центре Башкортостана XIV века, локализуемом между Чишмами и Подымалово? Вопросы, вопросы, вопросы. Ясно лишь одно. Не только в раннее, но и в позднее Средневековье на территории Башкирии сохранялись стационарные поселения, жители которых занимались земледелием, торговлей и ремеслами. Этот вывод разрушает господствовавшие представления о прошлом края. Без сомнения, новые открытия, обещанные археологами, позволят еще лучше представить его себе.